Ассаламу алейкум, құрметті достар, всех приветствую на моем YouTube-канале Inside Volleyball KZ в Уральске. Именно здесь проходят финальные игры, и апогеем этих финальных игр станет битва двух титанов, битва лучших команд на данный момент мужского чемпионата. Жайық у себя дома постарается выиграть золото, а Ахтубе постарается выиграть требл. Кубок, суперкубок и теперь чемпионат Казахстана. Сможет ли команда Сергея Трикоза здесь на выезде в Уральске обыграть команду Виктора Козика? Узнаем. Первый матч Inside Volleyball KZ. Обязательно подписывайся, потому что 90% просмотров смотрят наши видео без подписки. Ну что, погнали. Первый матч. Финал. Финальную игру судит одна из самых лучших судей Казахстана, Юлия Акулова. И помогать ей будет сегодня не менее опытный Нуржан Омирзах. До старта матча осталось 30 минут, а есть еще свободные места. Я думаю, ближе к стартовому свистку арены будут заполнены, ну, как минимум на 70%. Стартовый состав команды Ахтубе. Дамир Акимов, Кирилл Костыленко, Роман Кондролин, Никита Швалев, Айбат Медалин и Нодырхан Кадырханов. Он знает волейбол лучше всех. Века, твой фаворит. Сюжет его есть. Бүгін, наверное, жайық жеңетін шығар. Бірақ үш ойын болатын сияқты менің ойымша. Чемпион кім болады? Енді өз жерінде негізі жайық болса екен деп ойлаймын, по идее. Жайық болады деп ойлаймын чемпион. Комментаторы телеканала Казспорт тоже здесь. Фархат Ханалы, Виктор Кирюк. Ребята, Фархат, бүгінгі ойынның фавориті, жалпы чемпион кім болады деп ойлайсың? Ақтөбе командасы. Жайық. Вау, мына жерде де спор болайын деп тұр. Енді көреміз. Бүгін бірінші ойын. Сіздер де комментарийге жаза кетсіздер. Кім бүгін, жалпы кім чемпион болады? Кстати, интересный факт, что в составе Ахтубе есть действующие чемпионы нашей страны. Один из них Нодырхан Кадырханов, Ережан Букен, Дамир Акимов. В прошлом сезоне с Таразом выиграли чемпионат Казахстана. Посмотрим, сможет ли Нодырхан и его команда в этом году уже стать чемпионами в составе команды Ахтубе. В составе команды Жайық тоже есть действующий чемпион. Это Владимир Ковальчук. В прошлом сезоне Владимир был главным связующим чемпионского Тараза.
точнее первой партии. Счет 7-2. И главный тренер команды Жаев берет тайм-аут. Отличный старт этой встречи для команды Ақтөбе. Есеп 16-да 17. 16-7 Ақтөбе пока что громит первой партии в финале Жайық. Шикарная атмосфера. Две западные команды, западный финал. Из Ақтөбе приехали болельщики. И местные болельщики поддерживают своих как могут. Но пока что у команды Виктора Козика ничего не получается. Счет в первой партии 19-9. И это финал. Ждем, что во второй партии команда Жайық проснется и постарается перевернуть эту встречу. Все вы, наверное, знаете Алимбека Муканова, президента клуба, который в этом году во второй год пребывания команды в нацлиге может сразу сделать требл. Вау, что за достижение. Вот это вот классный менеджмент. С таким счетом завершена первая партия. Команда Ақтөбе делает очень серьезную заявку на победу в этой встрече. Однако мы не забываем, что еще есть как минимум вторая, третья, а может быть четвертая, пятая партия в этой финальной игре. Старт второй партии не задался для волейбольного клуба Ақтөбе. Жайық лидирует 7-4 и 8-4. Зеркальное отражение начала первой партии. Виталий Воеводин на подаче. Во второй партии ничего не получается у команды Ақтөбе. 14-5. С таким счетом команда Жайық, уральцы впереди. И они, если так будут продолжать играть, очень быстро завершат вторую партию. Ну а главный тренер команды Ақтөбе Сергей Михайлович Трикос уже взял свой второй тайм-аут. Дальше только замены и челленджи. Кстати, уже подготовили пьедесталы. Команда, которая займет второе место, получит свои медали и кубок здесь. Обладатели третьего места. Ну и вот первое место чемпионы. Кто здесь будет? Жайық или Ақтөбе? Очень напряженная, жаркая первая и вторая партия. Даже Бердыкей не выдержал. Очень жарко. Первый тайм-аут, счет 7-5, Ақтөбе впереди.
Хорошая игра, шикарный финал. Просто сумасшедшая атмосфера. И чувствуется прям нервозность на площадке. И первые, и вторые хотят сегодня повести в счете. Вот она солидарность. Пришли поддержать мужскую команду сотрудники женской команды, которые свое выступление завершили. Напомним, волейбольный клуб Ахтубе, женская команда из этого города, в дебютном сезоне Национальной лиги заняла 6-е место из 10 команд. Тайм-аут. 22-18. Третья партия Ахтубе впереди. Со счетом 25-19 завершается третья партия Ахтубе. Ахтубе уходит вперед. Стартует четвертая партия. Жайық попробует сразу выйти вперед. Посмотрим на их прием и комбинацию в атаке. Нет. Кстати, как я прогнозировал, трибуны заполнены на 70%. Ну, примерно, на глаз. Это рекорд для Жайық-арены. Хорошая, классная атмосфера. Здесь очень жарко, в прямом и переносном смысле. Счет 2-2. О, это эйс Роман Хандролин выводит свою команду вперед. Так получилось, что команда, которая расположилась на этой площадке, на левой, обязательно выигрывает партию. Сейчас в четвертой партии мы вновь видим, что Жайық захватил преимущество и ведет в счете 13-11. Неужели нас ждет пятая решающая партия в первом матче финала? Произошла замена у команды Ахтубе. Жан Максутхан вышел вместо Никиты Швалева. Накаляются при счете 18-20. Команда Жайық берет перерыв. Ахтубе пытается догнать хозяев. Ну и посмотрите, какую травму получил Кирилл Костеленко в одном из игровых эпизодов. Сыграл до конца. Ну и вот такая вот травма. Но надеемся, все будет хорошо. Кирилл вернулся. 25-21, у нас пятая партия, и это финал. Пятая решающая партия в первом матче. На старте пятой партии. И это все благодаря Никите Швалеву. Жайық вынужден брать тайм-аут, чтобы остановить нападающего Ахтубе.
Ай, как же повезло сейчас Прокофьеву. Попадает Никиту Швалева. Если у Ахтубе есть Никита Швалев, у Жайха находится Владимир Прокофьев. 5-6. Тайм-аут у Ахтубе. Что не выиграли? Прокофьев продолжает играть в первой зоне. Счет 8-6. Уже Жаев имеет комфортное преимущество в пятой партии. Вот это камбэк, друзья! Не слышу, Жаев тогда стоит! Просто невероятная борьба. Счет 9-9. Никто не хочет отдавать первый матч финала. Напомним, финальная серия будет проходить до 2 побед. Сегодня одна из команд будет очень близка к золотым медалям. Виталий Эрштейн на подаче. Ахтубе 10-9. 11-9. Ахтубе вырывается вперед вновь. Плюс 2. Тайм-аут будет, наверное. Нет, замена. Умит Набиев уходит, вместо него выходит. Точнее, наоборот, Ковальчук уходит, вместо него выходит Умит Набиев. Ай-яй-яй, подождать, судейский челлендж. Подождать. Было ли касание? Ждем решения судей. Айдос Ахметов сегодня отвечает за ВАР. Кадырхан уверен, что касания блока не было. Касание сетки тоже. Если Ахтубе выигрывает этот розыгрыш, то они поведут в счете 1-0. 3-2 это победа будет. Ждем решения. Нужно здесь не спешить, смотреть каждый эпизод. Каждую секунду, точнее, этого эпизода. Это очень важное решение. До сих пор спорная ситуация. Уже Юлия Акулова подходит в ВАР. Нельзя ошибаться. Ермек Сырлыбаев, Нуржан Нумерзах, Айдос Ахметов. Лучшие судьи Казахстана пытаются понять, было ли там касание блока или не было. Подзывают линейного судью. Учитывать его мнение.
Айбат Ниталин, Ақтөбе командасы капитаны. Айбат, ойын қалай болды? Ойын, ассалаумағалейкум баршаңызға. Ойын керемет өтті. Эмоция шамалы шақшақ болдық. Оңай финал жоқ, жалпы. Мықты ойын болды. Қарсыластан мықты. Бәрі ұлттық құраманың мықты ойыншылары. Жігіттерге рахмет. Жақсы тартысты ойын болды. Ертең тағы ойын болады, сондықтан не істеуге дайындалу керек оған. Бұйыртса барымыз саламыз. Команданың жігіттері жарады бүгін. Рахмет. Жанкүйерлерге рахмет. Көп. Костыленко, Кирилл. Кирилл, что там было? Расскажи, мы видели, все ли хорошо? Бежал, и все, тут темно, все пропало. Что потом почувствовал? А ничего, и розыгрыш идет, надо дальше идти биться. Дальше. Как по игре? Будешь готов на завтра? Конечно, готов. Игра, конечно, была сложная, качели, то в нашу пользу, то в ЖАИК. Но каждый день надо настраиваться на битву, так что мы готовы. Здоровья тебе, главное. Спасибо. Можно делать параллельно две вещи. Виталя, расскажи эмоции по игре, как ты, что там? Где? Что думаешь по игре, как прошло все? Эмоции какие? Эмоции нормальные. Оборудования не хватает. Там было очень серьезное касание, и этого не хватило нам в концовке. В принципе, у нас настрой боевой. Вырывали практически зубами победу эту. Жалко, что у нас так плохо судят и не видят такие важные мячи. И прошлые туры очень много таких вот в концовке, и именно в игре с Актобе давали спорные мячи. Очень много. Когда вот такие вот там не видно, тут не видно, тот не уверен, этот не уверен, флаговые там ничего не видели, отдавали спорные именно в концовке. А сейчас, когда мы играем с Актобе, когда решающий важный матч, финал, отдают в их сторону без какого-либо там шанса. У меня такие пока только эмоции, больше ничего не могу сказать. Вот. Мы делали все, что могли, да, готовились очень хорошо, прям все выкладывались на максимум, все, сколько у нас там, 14 игроков. Вот. Так что... Спасибо за шикарную игру. Завтра еще один матч, поэтому будем ждать таких же эмоций, такого же матча, но уже другого, наверное, так скажем, завершения, да, его? Мы, да, проведем работу над ошибками, посмотрим, чего нам не хватило, где, так скажем, Актобе нашли наши слабые стороны, вот, и немножечко поменяем тактику. Уважаемые друзья, завершается первый матч финальной серии со счетом 3-2. Ақтөбе одерживает просто тяжелейшую победу. Ну, по тому эпизоду дам свои комментарии. По этой картинке, да, по трансляции не видно, было ли касание блока. Поэтому, ну, судьи, наверное, сделали правильное решение. Если ничего не видно на технике, то главный судья, боковой судья, что они думают, они должны принимать такое решение. Ну, по крайней мере, согласно судейского протокола так. Поэтому сегодня Ақтөбе сильнее 3-2, но это только полпути. Завтра вторая игра. Подписывайтесь на наш канал, обязательно смотрите, лайкайте, пишите комментарии, сможет ли Ақтөбе выиграть золото, либо ЖАИК сделает камбэк.